Добрый вечер. Мы продолжаем эфир на телеканале АТР. Я Роман Спиридонов и гость этого часа Ахтем Чийгоз, народный депутат и заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Добрый вечер. Добрый вечер. Тема сегодняшнего дня, тема наших эфиров – это скандальная конференция, неофициальная видеоконференция Совбеза ООН, инициированная Россией по формуле АРИ, для того, чтобы продемонстрировать миру фейковых представителей общественных организаций Крыма, в которых участвовал и пропагандистский журналист пропагандистского телеканала Крым-24 Александр Макарь, и так называемый депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев, это бывший руководитель еще одного фейковой структуры телеканала Милет. Это был и заместитель, так называемый заместитель оккупационного муфтия Эсадуллах Баиров и так называемой украинской громады Крыма Анастасия Гридчина. Они выступили на этой конференции со своими заявлениями о том, как хорошо в Крыму живется всем национальностям, что нет никаких преследований ни по национальному, ни по политическому признаку. Давайте послушаем эти заявления. Ми закликаємо світову спільноту приїхати до Криму та побачити усе на свої очі. Українська сторона створює транспортну, енергетичну, продовольчу блокаду, а західний світ це підтримує. На мою думку, це безглуздо. Чому Європа не дає візи? Чому Європа не дає можливості розказати про життя в Криму міжнародній спільноті? Чому слухають дві сторони, але не слухають нас? Чому? Тому що ми зробили свій вибір. Він не усім подобається, але це наш вибір, наше рішення, яке має історичні підстави. Приїдьте до Криму і запитайте звичайних людей. Хотел бы поговорить о мнимом ущемлении прав человека в Крыму, о котором неоднократно заявляла украинская сторона. В российском Крыму проживает 175 национальностей, зарегистрированы и работают много разных национально-культурных автономий. Мы вместе празднуем национальные и религиозные праздники друг друга, вместе работаем над сохранением и развитием культурного наследия всех народов, проживающих в Крыму. У нас активно работают национальные средства массовой информации. Это и крымско-татарский телеканал «Милет», и радио «Ватан Седасы», украинский интернет-ресурс «Переяславская Рада», периодические издания крымско-татарские «Яны Дунья», «Мирабай», «Елдыс», немецкая «Хофнунд», греческая «Таврика», болгарский «Вестник» и другие. На территории Крыма успешно работают более 400 средств массовой информации. Крымчане всех народов и национальностей желают Крыму мира и процветания. И мы поверили в возможность этого процветания в 2014 году. И вот сейчас видим успешные плоды процветания Крыма. Строятся новые инфраструктурные и социальные объекты, реконструируются старые архитектурные и культурные памятники. Действительно, Майдан и пазл сложился в один такой домик, когда мы должны были оборонять Крым, о том, что мы не могли пустить сюда поезда дружбы, которые ехали к нам. Крымчане оборонялись и не хотели допустить второго Майдана в Крыму. Почему вы, коллеги, забываете о том, что в Крыму было создано ополчение из обычных простых людей, которые хотели оборонять Крым от Майдана, от националистов, которые могли прийти к нам, на нашу землю? Почему, если Украина хочет вернуть обратно Крым, делает все возможное, чтобы настроить против себя крымчан, отключая воду, отключая свет, придумывая какие-то небылицы, что происходит в Крыму? Потому что Украине не нужны крымчане, не нужны люди. Украине нужен сам Крым как земля. Северокрымский канал и вода, которая туда поступает из Днепра, это не вода единственной страны Украины. Funny to hear cliches about the Crimea. У мене нема слів описати ті кліше, які говорять про Крим. Татари живуть в Криму. Після референдуму ми провели свій політичний конгрес «Курултай», на якому вирішили, що кримські татари залишаться в Криму і вчитимуться жити в нових реаліях. Як зараз кримські татари живуть в Криму? Вони живуть добре, підчиняючись правилам гри. Всі знають, що треба робити, щоб усі їх права були дотримані і бути рівноправними членами спільноти. Сьогодні кримські татари мають усі можливості розвивати та підтримувати культуру та традиції та примножувати їх для наступних поколінь. Є багато звинувачень, що в Криму відкриваються справи проти мусульман за їх релігійні погляди, що наші опоненти намагаються довести. Вироки проти мусульман – це не більше, ніж кримінальні справи проти фанатиків партії Хізбут-Тахрір, партії, яка заборонена в країні з 2003 року. Вот такие вот заявления. Вы
Следили за ними, смотрели, слушали, когда они были в эфире? Я откровенно скажу, меня особо, в общем-то, ничего нового мартышки не будут говорить, да? Меня больше интересовал сам вот этот вот, сама конференция эта. И мы накануне встречались с послами Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. И я там сказал свое мнение, что в случае, если мы вместе не сможем проконтролировать, я имею в виду Министерство иностранных дел Украины, и наши партнеры не сможем сделать, чтобы принять меры, чтобы их там не было, то лучше, если будет пустые стульчики присутствовать. То есть вы поддержали решение Украины не участвовать, да, в этой конференции? Да, потому что, но тут вопрос в том, что, как сейчас стало известно, эту видеоконференцию организовывалась без участия секретаря Совбеза, да, вот этой формы АРИА. То есть ключи от включать-выключать микрофон находились в Москве. В такой ситуации, я думаю, что больше, опять-таки, у нас вопросов к тем просчетам, которые время от времени мы видим на некоторых площадках и европейских, и вот сейчас здесь, где вдруг неожиданно оказываются эти коллаборанты, и потом по факту приходится нам принимать меры, взывать к выполнению своих же решений, в первую очередь вот, государств, которые организовывают эти площадки. А то, что, как я сказал, эти мартышки там несли, но сейчас можно много еще привести аргументов, только я не думаю, что это нужно там дополнительно для информированности тут на материке Украина. И я точно знаю, что те, которые это делали, то есть Москва и вот эти вот коллаборанты, они знают, что делают, они должны это делать, они пытаются использовать любые возможности, просчеты или снижение интенсивного давления на Путина для того, чтобы каким-то образом легализовать оккупацию Крыма, аннексию Крыма. В СМИ уже назвали эту конференцию насмешкой над международными нормами, над международным правом. Тем не менее, представители ООН, уже представители некоторых стран, которые входят в ООН, они прокомментировали эту конференцию, подтвердив целостность территории Украины, подтвердив, что они никогда не признают аннексию Крыма. И тем не менее, вот согласны ли вы с такой оценкой, что это насмешка? И как на это должны реагировать? Вообще-то ничего общего это с насмешкой не имеет. Мы не в театре. Вообще в последнее время все переводить в плоскость клоунады нельзя. Это преступление. Вот все такие мартышки, они тоже должны нести уголовную ответственность за пособничество оккупации в ее преступных действиях, потому что вот этими вот оправдываниями действий, пусть и под копирку записанные тексты, которые они читают, это есть соучастие в этих преступлениях. Поэтому после каждого такого вот фрагмента участия этих преступников, я думаю, что и в первую очередь, конечно, это инициировать должна сама Украина, то есть Министерство иностранных дел, и эти вопросы также быстро должны находить свое продолжение в международных институциях. Ну, кстати, наш представитель в ООН Кислица уже прокомментировал это на Facebook, написав, что встретимся в Гааге. Видимо, эти материалы тоже будут переданы для уголовного преследования этих людей, как вы говорите. Давайте попробуем поговорить по тезисам, которые они пытались озвучить. Один из них о том, что в Крыму не преследуются крымские татары по национальному признаку. У них есть все возможности развиваться, поддерживать культурные традиции.
А преследуется лишь запрещенная партия Хизбут Тахрир только потому, что она террористическая и запрещена в России. В основе борьбы нашего народа против оккупантов, как и десятки лет в депортации, лежит национальное движение. Мы по природе своей мусульмане. Это очередной раз, невозможно миру продать, преподнести в красивой обертке, когда ты уничтожаешь целую этническую группу по национальному признаку. Это не 1944 год. И поэтому они сейчас оборачивают эту обертку вот таким исламским фактором, который, к сожалению, воспринимается в ряде европейских государствах как угроза. Поэтому эти методы, они очень хорошо отработали на Кавказе, я имею в виду Россия. Мы же очень, например, я и крымские татары очень хорошо помним, когда после террористических актов по зачистке мирного населения, например, в Чечне, миллионы беженцев, десятки тысяч детей, которые остались без родителей, без отцов, часть из них мы принимали в своих домах. У меня тоже росла дочка Хатидже, которая была ровесница моих девочек. И которая, когда я приходил с работы и включал новости, и если она видела вот этих бандитов, террористов, истинных террористов российских, в этих масках, она спряталась за диван и кричала, что «боюсь, боюсь». Так вот, мир почему-то легко пошел на поводу России, на вот те спекуляции, что там исламский фактор доминирует. И это есть угроза не только России, но и миру. Вот они раз это и спустили России. А там зачистки по сей день идут. Естественно, они повторяют этот путь теперь в Крыму. Что значит нету гонений? Когда вот такие кяферы, продажные, муфтиатовские, как они называют себя, говорят о таких вещах, то это понятно, потому что я еще там находясь, и 2014 год, и потом практически 3 года в тюрьме, я прекрасно видел и слышал, и был информирован, как они в первую очередь местью наполнены против своего народа, чтобы вот ущербность свою, предательство свое, вот свою подлость, чтобы она была, не была так ярко выражена на фоне патриотов, смелых, богобоязненных людей и при этом порядочных, сильных людей, крымских татар, их старались быстро зачищать поле. Доносы писали, мы документы видели с подписью и самого муфтия, так называемого. Да? Поэтому тут это очевидно. У нас в России есть пример, когда один из муфтиев руку целует Кириллу. Что тут удивляться? Таких дешевых марионеток, мартышек по всей России хватает. К сожалению, они оказались и среди нашей нации, которая столетиями борется против Российской империи. Ну, тут интересный фактор, как удалось весь муфтият, который там оставался, какими угрозами, подкупами, шантажом заставить работать на оккупантов. Мы с вами чуть позже об этом поговорим. Сейчас с нами на связи Роман Громик, менеджер по международным связям Центра прав человека ЗМИНа. Добрый вечер, Роман. Доброго вечера. Хочется узнать вашу оценку этим заявлениям. Ну, с юридической точки зрения, что это было? Нужно ли придавать этому какое-то значение? А второй момент, хочется поговорить по тем тезисам, которые были озвучены коллаборантами. Насколько они соответствуют действительности? Давайте начнем с первого вопроса. Дивіться, коли ми говоримо про конференцію, яка відбулася, важливо розуміти контекст. Росія послідовно з 2014 року веде політику спроб легітимізації окупації. Ця подія не є першою в цьому списку, вона не є останньою. Постійно є спроби зобразити Крим
місцем, де немає проблем, де немає порушень людини. І для цього вибираються лояльні і контрольовані люди. Деяких з них ми бачили під час цієї конференції. Так само важливо розуміти контекст того, що відбулося 6 березня. В ООН дійсно відбулася конференція по правах людини в Криму, де були справжні і незалежні експерти і правозахисники. В когось в Кремлі, мабуть, виникло бажання дзеркально відповісти і провести власну конференцію. І з цією метою, власне, відбувалося те, що ми могли бачити. І в цьому контексті треба тоді розуміти ті заяви і ті факти, які були озвучені представниками, обраними Росією для участі в цій конференції. Тобто це заготовлені тези про безпроблемний Крим, про Крим, де всі святкують окупацію і всі щасливі. Можна було бачити, що переклади текстів, які звучали англійською, були написані не людьми, які їх озвучували, були явні ляпи. Як, скажімо, представник муфтіяту озвучував новину про відзначення депортації кримських татар, і він використав слово «святкування» в англійській мові, що, звичайно, не може бути сприйнято адекватно і нормально жодним з кримських татар. Есть ли у вас какие-то факты, которые могут опровергнуть их слова? Вот какая статистика на сегодняшний день по преследованиям, по вытеснениям, по гонениям, по арестам, по закрытиям каких-то культурных центров? Дивіться, правозахисники, в тому числі організація, яку представляю я, з 2014 року ми системно документуємо ці порушення і комунікуємо їх, відповідно, в тому числі до ООН. Станом на зараз у нас є список близько 92 політв'язнів, кримчан. Більшість з них – це кримські татари. У нас є список медіа, які припинили свою діяльність після окупації. Є окремо список людей, яким заборонений в'їзд, в тому числі журналістам. Тобто всі ці порушення документуються. Зовсім інші питання. Росія привозить, в даному випадку вона включає по відеоконференції людей для інформування дипломатів ООН по ситуації з правами людини в Криму. Але водночас Росія досі не допускає на територію Криму дві моніторингові місії ОБСЄ і ООН, які мають міжнародно визнаний мандат для спостереження за правами людини на півострові. Тобто Росія не допускає ООН на територію Криму для моніторингу, натомість включає лояльних до себе кримчан, які розповідають різні дурниці на такому високому рівні. Тобто це справді показує ставлення Росії до моніторингу прав людини. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Роман Громик, менеджер с международных связей Центра прав людини ЗМІна, был с нами на прямой связи. Я вообще бы сказал бы о таких ключевых нескольких направлений, которыми руководствуется сегодня мир, руководствуемся мы. Это касательно самой оккупации и аннексии как нарушения международного права. Это что касается прав и свобод. Вот когда говорят о правах человека в Крыму, нельзя входить в такую детализацию, а сколько человек там арестовано. Их просто нету там. Вопрос не в том, что 100 человек или 100 тысяч человек сидят в тюрьме, чтобы уж стало таким очевидным, что, которое бы называлось на существенное нарушение прав. Их вообще нету там. Мы же знаем, что согласно тех принятых норм законодательства в России, вообще не подразумевается каким-то образом, тем более в Крыму, реализация твоих основных свобод, как свобода слова, да, после которого ты исчезаешь, тебя убивают или, например, получаешь огромные сроки. Или, например, свобода действий, выражения своих мнений в мирных акциях. Вы когда сами за 6 лет в последний раз слышали о каких-либо мирных акциях в Крыму? Когда после одиночных пикетов люди получали бешеные сроки и исчезали с поля вообще из жизни Крыма. Поэтому мы говорим, что Крым сегодня, в отличие от других регионов России, называется такой военизированной колонией особого режима.
Отличие, когда там, допустим, я сидел в тюрьме или мои все соотечественники находились в колонии в России, в смысле в Крыму, отличие только в том, что у меня, может быть, бытовые условия были там хуже, чем у них. А все остальное абсолютно никакой разницы. Ты и так в тюрьме, когда за одно произнесенное не так слово, ты получаешь сразу массу репрессий, да, скажем так. Или когда кто учет ведет, сколько десятков тысяч семей крымских татар, как в те далекие советские времена, находятся под надзором тогда КГБ, а сейчас ФСБ. По нашему мониторингу мы точно знаем, что практически каждая семья проходит спецбеседу. Мы знаем, что курирование мест компактных населений или где в селах есть достаточно видимое количество крымских татар, закреплены так называемые ищейки, стукачи, кураторы этих ФСБ, которые каждое утро как на работу приходят и смотрят, где вообще всю характеристику этой территории, вверенную вот этим псам определили. Поэтому тут взять и в банальную вот эту оценку правозащитных организаций опускаться категорически нельзя. Я не думаю, что общественные организации, которые работают согласно вот тех норм и установ, которые определяются фондами, настолько они понимают, что отсутствие не количество нарушений, а отсутствие вообще каких-либо там основных свобод. И в первую очередь свобода на безопасность проживания там. Но эти факты все равно нужно фиксировать. Каждый Мы факт фиксируем. Для того, чтобы их Вот использовать, в деле использовать потом в в международных деле судах. Украина против России как раз об этом речь идет. А если сейчас идти по пути там индивидуальных рассмотрений, индивидуальных нарушений, мы просто себе картину до конца не представляем. Когда кто прожил в Советском Союзе и знает, что каждая семья крымских татар там, в этих колониях, местах депортации находилась на учете и были закреплены КГБшники за каждой семьей. И вот это вот монотонно уже мы привыкали, жили мы с этим. То сейчас такая же ситуация в Крыму. Поэтому то, что эти мартышки говорят, я поэтому сразу и сказал. Вы имеете в виду коллаборантов крымских? Да. Ну да, мартышки, потому что они по-другому не выглядят. Вернемся вот к муфтияту. Ведь этот муфтият был создан еще, когда Украина была целая, еще не было оккупации. И никто из муфтията не вышел. И практически всем составом они стали служить России. Почему Давайте, так произошло? это не так. Во-первых, то, что при Украине создавался муфтият и определялись структуры религиозных общин и местных структур муфтиата, никакого отношения к той структуре, которую так называемый муфтият переформатировал на свое усмотрение вместе, на усмотрение ФСБшников уже после аннексии Крыма, никакого отношения не имеет. На местах это совсем другая картина. То есть те, которые проводят соответствующие мероприятия религиозного характера на местах, мечетях, в селах, они вот с тем предательством вот этой группировки подконтрольной ФСБшникам во главе с Эмирали Алиевым никакого отношения не имеют. Аблаевым. Поэтому там мы часто и слышим, что в каких-то мечетях свет начинают выключать, да, потом, значит, бегают к ФСБшникам и убеждают, вернее, им предлагают варианты ужесточения контроля со стороны этой верхушки кафиров над нашими единоверцами, предлагают, значит, без их разрешения, без выдачи разрешения, значит, местным
нашим имамам они не должны проводить ни бракосочетания, ни вот те наши традиционные мероприятия, связанные там с суннетом, або еще деякісь там культовые наши обряды, да? Вот это и есть попытка этот контроль до каждой улицы довести, потому что это не получается. С нами на связи Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Добрый вечер, Игорь. Добрий вечір. Но уже много прозвучало оценок того, что это событие было ничтожным, это была неформальная встреча. Ее, кстати, и осудили представители той же самой Организации Объединенных Наций, подтвердив целостность территории Украины. И все же, стоит ли придавать ей значение и, собственно, для чего это нужно России? Ну, я бы придавал ей значение, потому что, да, с точки зрения протокола, это неформальная встреча, с этим я согласен. Но дело в том, что Российская Федерация, она ведет такую политику, если можно так выразиться, размывания позиций по крымско-татарскому вопросу, последние лет 5-6. Потому что я напомню, что достаточно быстро создали и так называемое крымско-татарское телевидение на территории Крыма, зарегистрировали партию Мелифирка и так далее и тому подобное. И в конце концов даже репрессии против крымско-татарских активистов чаще всего записывают не по статьям, связанным с политической деятельностью, а по статьям, связанным с деятельностью Хизб ут-Тахрир. Причем ставя таким образом, в том числе и крымско-татарские организации, в несколько неудобное положение, потому что в свое время Курултай крымско-татарского народа осудил эту организацию. Поэтому, да, это такая иезуитская, если можно сказать, политика Российской Федерации, она направлена на то, чтобы на внешнем поле показать рано или поздно и добиться согласия с тем, что якобы крымско-татарский народ расколот, что якобы те, кто живут на территории Крыма, они согласны с ситуацией, которая складывается. И я напомню, что это не первая такая попытка, потому что в прошлом году пытались даже на территории Турции провести дни культуры крымско-татарского народа, именно, то есть, по крайней мере, в рамках визита российской делегации, это не были полноценные дни культуры, но также пытались притянуть, назовем так, своих пророссийских, условно говоря, НПОшек из Крыма. То же самое регулярно пытаются делать на различных дискуссионных площадках на территории Европейского Союза. И то же самое сейчас пытаются вести это на площадке ООН. Более того, скорее всего, и я, по крайней мере, не удивлюсь, если так называемые пророссийские крымско-татарские активисты, якобы активисты, появятся, например, на сессиях любых организаций, например, непризнанных народов и так далее и тому подобное. Как Украина должна была реагировать на эту конференцию? И правильно ли, что наша делегация проигнорировала участие? Во-первых, такие конференции, они, скажем так, созываются по решению того, кто является инициатором. Они идут на полях Организации Объединенных Наций, и они в первую очередь для согласования позиций. Если официальная позиция Украины, что Крым оккупирован, то о каком обсуждении формата существования Крыма в составе Российской Федерации может идти речь? Речь может идти только об одном, что когда вы нам вернете Крым. В таком случае любые вопросы, любые обсуждения о ситуации с крымскими татарами, гуманитарные, не гуманитарные на территории Крыма на официальных площадках для нас недопустим. Поэтому это правильно. В принципе, то, что сигнал был подан нашим МИДам, что это провокация, это тоже достаточно неплохо. Но вопрос в другом. Вопрос в том, насколько украинский МИД вместе с Меджлисом крымско-татарского народа будет разворачивать свою контр-игру, потому что в данном случае нам все-таки необходимо активизировать вопрос Крыма, вопрос крымских татар, потому что на фоне Донбасса, и это как раз-таки был проигрыш Украины последних лет, Крым где-то на рубеже 17-18 года он отошел на второй план. Его надо возвращать, его надо связывать в одно целое, в одну нить в вопросах агрессии Российской Федерации. Спасибо вам большое, за что были с нами на связи. Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Есть несколько у меня реплик, конечно, чтобы наши друзья здесь с разных аналитических центров и просто общественники были более точными. Да, Россия предпринимает с момента аннексии шаги на то, чтобы каким-то образом представить крымских татар
вернее, взять под контроль через создание каких-либо там общественных объединений, пусть и они не достигли цели, они не смогли через ряд таких движений, которые возглавляли коллаборанты, а их можно на пальцах пересчитать, у них это успеха не имело, и сегодня и крымско-татарский народ, и международное сообщество четко понимают, что есть представительный орган, выбранный самим народом Меджлис крымско-татарского народа и Хурултай крымско-татарского народа, которым доверие и по их мандату до сих пор народ оказывает. Тут на самом деле очень многое зависит от Украины, потому что то, что будет делать Россия, мы все понимаем, и она делала с первого дня, и нам удавалось эти 5 лет не просто отбивать эти фейковые, в общем-то, информацию и фейковых якобы там лидеров, и вообще все фейки, что они связывали дезинформацию о истинном положении в Крыму. Сейчас это сложнее, потому что нет той активности и на международных площадках тоже. Есть отдельные представители и МИДа, и дипломатического корпуса, которые нам, я уже об этом говорил и в прошлом году неодноразово, коли ми по факту дізнаємось, що на якихось там платформах проходят какие-то мероприятия, и туда запрашиваются с Крыма санкционщики, которые находятся в санкционных списках, и нам приходится очень много прикладывать усилий, чтобы не дать. При этом мы, как раньше, до 2019 года, тогда мы имели план мероприятий, заранее, по которому мы приблизительно понимали, что будет проходить на тех форумах, которые организовываются и в отдельных странах Европейского Союза, и на этих мероприятиях. Сейчас такого взаимодействия нету, и не по нашей вине. Есть второй момент. Мы этот год практически выведены с того поля деятельности, которые были все те 5 лет, когда от имени государства по вопросам Крыма разговаривали в первую очередь крымские татары, которые выбраны народом крымско-татарского народа. Сейчас все больше мы видим, что стараются в меру своих возможностей перекрыть на международных площадках это либо представительство президента, либо управление Министерства иностранных дел. Но я сам участвую после освобождения на многих мероприятиях на этих площадках. Я видел, что когда ты, который непосредственное отношение имеешь к Крыму, мало того, у тебя еще и мандат от крымско-татарского народа, а мандат от крымско-татарского народа и от граждан Украины в Крыму есть только у Меджлиса, все остальные структуры просто перестали существовать, то твой голос слышен лучше и более весомым бывает на этих площадках. Сейчас, к сожалению, это почему-то это нарушено. Если мы уже заговорили о площадках, МИД запускает платформу для координации международных действий для освобождения украинских политузников, которые находятся на территории России в оккупированном Крыму. Давайте послушаем заявление МИДа по этому поводу. На фоні нових затримань та вироків, а також намагань Російською Федерацією зловживати інструментарієм та форматами інституцій ООН для легітимізації спроби анексії Криму, МЗС України бачить своїм завданням надання нового імпульсу міжнародним зусиллям, спрямованим на звільнення незаконно утримуваних Росією з політичних мотивів громадян України. Проблематика політв'язнів має залишатись серед пріоритетних питань порядку денного у нашому діалозі з іноземними партнерами, а міжнародний тиск на Росію з метою їхнього якнайшвидшого звільнення посилюватись. З цією метою МЗС ініціює запуск платформи з координації міжнародних зусиль для звільнення незаконно утримуваних Росією з політичних мотивів громадян України.
Ми бачимо її учасниками представників органів державної влади, до компетенції яких входить діяльність з надання допомоги, захисту прав та звільнення незаконно утримуваних громадян України, неурядових правозахисних організацій та об'єднань родичів політв'язнів, меджлісу кримсько-татарського народу. Важливим елементом стане подальше залучення до спільної роботи колишніх бранців Кремля. Ну, тему освобождения наших политузников мы обсудим чуть позже. Тут не в освобождении политузников только речь идет. МИД, говоря о создании каких-либо новых платформ, должен говорить о значимости и первостепенности задач, для чего это делается. Для того, чтобы использовать все существующие, они далеко не использованные механизмы международных институций для давления на Россию, для того, чтобы ускорить вопрос деоккупации Крыма. Вопрос освобождения политзаключенных, вопрос касательно вопроса перемещения, то есть передвижения из Крыма сюда на материк, из материка в Крым, чтобы это было безопасно. Вопросы вообще безопасности проживания в Крыму. Там не только арестовывают, как я уже выше говорил, там каждый день идет такой психологический террор, начиная от детей, школьников, когда в школы врываются, да, ФСБшники на допрос начинают допрашивать про твоих родителей, заканчивая людьми, предпринимателями или просто гражданами, да. Эти вопросы должны выходить, находиться в рабочем, я бы так сказал бы, что естественным продолжением этих обсуждений на этих площадках. Если мы сейчас будем создавать площадки, на которых будем детализировать и ставить только вопрос освобождения политзаключенных, на каких площадках тогда мы будем обсуждать вопрос деоккупации Крыма? Об этом говорил президент Зеленский на своей пресс-конференции, о том, что да, действительно, Крыму мало уделяется внимания и нужно эти площадки создавать. Правда, не было никакой конкретики. Но давайте еще вернемся к теме этого выступления коллаборантов на заседании видеоконференции Совбеза ООН. С нами на связи Андрей Щекун, главный редактор газеты «Крымская светлица». И, скажем так, представитель до оккупации патриотической части крымчан, скажем так, если это корректно так говорить, украинских патриотов в Крыму. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел у вас узнать, вот Анастасия Гридчина, которая сейчас так активно называет себя руководительницей украинской громады Крыма. Вот вы ее знали, кто это вообще? Почему она представляет украинцев в Крыму? Особисто я її не знаю. Наскільки мені відомо, вона на сьогоднішній день навіть не володіє державною українською мовою. І знати не хочу, да, Андрій? Так, в принципі, навіть я прізвище її ніколи не можу запам'ятати, насправді. Ви мені сказали зараз її прізвище. Гридчина. Так. Тому я з нею навіть не хочу запам'ятовувати це прізвище. Але я уважно дивився її включення в так звані переговори, які відбулися. І тут цікава така річ. Вона сказала, що дуже жалко, що не були присутні делегації від ООН в період так званого референдуму у 2014 році. Бо тоді би ви побачили, як сіяють очі кримчан щодо цього референдуму. Я би хотів наголосити, що особисто я 16 березня 2014 року з зав'язаними очима сидів в підвалі в Криму. Ось було б добре, щоб це передали саме в цим делегації ООН, представникам ООН і ЄС, як кримчани і де перебували в період так званого референдуму 2014 року. Ось на це я дуже важливу роль, таку увагу звернув. Потім вона розказує про те, що вони там намагаються зараз видати журнал українськомовний, якщо ви чули, 700 примірників. Аналізуючи те, що вони запустили в минулому році такий сайт, як Переяславська Рада 2 на українській мові, тобто фактично можна сказати і констатувати факт, і це вам підтвердить будь-який аналіз будь-яких професіоналів, що це не є журналістика. Це є просто кремлівська пропаганда українською мовою. Тобто до журналістики. І я думаю, що цей журнал, який вони пропагують і будуть видавати, також не буде відношення жодного мати.
Тому про це теж треба говорити і наголошувати представникам міжнародних дипломатій, представникам ООН, ЄС і всім тим, до кого долучають саме ці колаборанти в Криму до таких переговорів під лапками дипломатичних перемовин. Окрім цього, вона говорила про такі речі, що в 2014 році відбулися порушення грубі Конституції України. А чому ж та пані, якщо вона вважає, що пані це в лапках, вважає, що Конституцію було порушено, чому ж вона особисто не виповнила свій обов'язок громадянина і не подала, наприклад, в суд і не зафіксувала, в чому самі порушення. Тобто на сьогоднішній день оцей виступ її вчорашній перед так званими представниками там ООН і інших дипломатичних якихось установ, то говориться про те, що вона фактично не обґрунтовано, не фахово говорила максимально з набір слів, який їй був десь, напевно, на папірці в ФСБ написаний, вона просто його прочитала. Ну и надо же вспомнить, что количество классов украинских, и количество преподавания украинского языка в Крыму свернуто практически к нулю. Нет уже украинской гимназии, и при этом представитель так называемой громады даже, как вы говорите, не владеет родным языком. Ну, щодо україномовної освіти, вони прекрасно розуміють, що у квітні 2017 року, ви знаєте, в Гаазі відбувся міжнародний суд. І саме коли було рішення цього міжнародного суду в Гаазі рекомендувати Російській Федерації відновити і скасувати свої закони, там розпорядження про заборону Меджлісу кримськотатарського народу, так само там і було розпорядження щодо відновлення і необхідності забезпечити рівні умови для навчання дітей українською освітою в Криму. Що на сьогоднішній день, як і в першій частині по Меджлісу кримськотатарського народу, так і по україномовній освіті в Криму не виконано Російською Федерацією. Фактично це злочин. І треба це нам говорити і розвивати ту тему, і фактично притягувати весь колабораціоністський уряд Автономної Республіки Крим до відповідальності. В тому числі і особисто і Путіна як президента Російської Федерації, який фактично не забезпечує виконання Міжнародної конвенції з прав людини і в випадку окупації Автономної Республіки Крим. А відповідальність, як ми знаємо, по Женевській конвенції повністю несе країна-окупант. Тому вже на сьогоднішній день, я думаю, треба говорити саме в цьому міжнародному кримінальному суді про як фізичну зобов'язання і відповідальність саме Російської Федерації, особисто Путіна і їхніх Аксьонова і інших людей, а також само і країни-агресора. Я думаю, на цю тему треба вже піднімати і, в принципі, далі актуалізовувати. Тому що розпорядження 2017 року, квітня місяця, не виконано. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Андрей Щекун, главный редактор газеты «Крымская Светлиця». А вы уже досконально, да, выучили украинский язык? Мне даже показалось, что вы на нем думаете. Так, я починаю розмовляти, і дуже важко знайти слова, які раніше я російською мовою казав. В отличие от представителя так называемой украинской громади. Представники української громади, вони в перші дні цієї окупації були змушені хтось покинути Крим, тому що хтось, як Андрій, був в підвалах, а хтось був викрадений, або як отець Клімент підвергався дуже таким наполегливим репресивним діям з боку окупаційної влади. Тобто йому там підпалювали, пам'ятаєте, і хату, і потім весь приход українських православних, вони були змушені тимчасово припинити ці служби, а зараз і тоді почали віджимати у них всі їхні принадлежащие Украинской Православной Церкви имущество. То есть, я еще раз говорю, наполегливо намагаюся донести до всіх правозахисників, немає такого поняття, як права людини, є таке устойчиві дії
государства-террориста России вот с этими коллаборантами, которые являются такими же преступниками, потому что кровь безвинных людей и весь ужас террора на их руках. Теперь о площадках, о которых мы уже говорили. Вы говорите о комплексном решении проблемы площадок для разговора по Крыму, но тем не менее и МИД, и Владимир Зеленский, это, я так понимаю, разделяют моменты, потому что они хотят, я так понимаю, получить какой-то результат и освободить хотя бы тех людей, которые находятся в плену. И вот что об этом сказал Владимир Зеленский на своей пресс-конференции. Зараз говоримо вже з Російською Федерацією про можливий обмін після ковіду. Чесно кажучи, я хочу, щоб ми, незважаючи на ковід-19, про це говорили, повернення наших політв'язнів, які знаходяться в Росії чи знаходяться в тюрмах Криму. І з Німеччиною, і з Францією, з усіма ми говорили. Всі підтримують, що одразу після спаду ковід-19 у нас повинна бути зустріч в нормандському форматі. Нужно подождать, когда закончится карантин. При этом вчера представители семей политузников провели акцию под офисом президента. Они требовали встречи с главой государства. Она не состоялась, и они были вынуждены обратиться к омбудсмену. И там они заявили о том, что не хватает коммуникации. То есть им сейчас не очень понятно, какова судьба. Вам что-то известно? Может быть, вы когда проводили встречу с президентом 18 мая? Конечно, мы касались этого вопроса, но опять-таки мы попытались ему объяснить тот подход, на котором мы стоим в этих вопросах. Есть обмен военнопленными, есть вопрос процесса освобождения политзаключенных. Мне кажется, Зеленский, сам не зная или не очень понимая это, объединил эти два вопроса и начал такой, видно было, что это такого рода пиар-шоу первых обменов, где удалось смешать военнопленных с некоторыми громкими политзаключенными, но цена какая оказалась? Мы отдали, и сегодня у нас очень... Мы бледно выглядим в Европе с ситуацией по Цемаху. Мы очень сильно, я имею в виду, президент и его команда подорвали свое доверие по ценностям вот той борьбы, которую украинцы ведут уже 6-й год за свою независимость в вопросах, когда мы отдавали Беркут, да, или взамен мы получали среди нескольких военнопленных, те, которые действительно с оружием в руках воевали, мы получили таксистов или вообще каких-то непонятных людей, которые тут же изъявили желание после освобождения, тут же оказались снова на оккупированных территориях Донецке или Луганске. И вот тут мы тогда уже, я лично, сколько имел возможностей, доносил команде президента, что это тупиковый путь. Мы по Крыму так не сможем выйти на решение вопроса об освобождении политзаключенных, потому что статус другой и отношения и статьи другие по ним применяются. Например, я еще в тюрьме сидел и знал, что больше 3000 на тот момент, это был конец 16 года, больше 3000 военнопленных прошли через процедуру обмена с украинской стороной и российскими оккупантами в Донецке. А здесь, но при этом очень было сложно вообще говорить об освобождении политзаключенных. Нам отдали нескольких человек, но, как вы знаете, они практически подписывали эти соглашения с оккупационными следственными органами, да? А когда речь касается таких, как Сенцов, как Балух, цена оказалась, как Кольченко, как Карпюк, цена оказалась очень такая неприглядная, да? Мы где-то опустили свое отношение к нам на международной
арене как государству. Сейчас мы также ему пытались объяснить, что нужно... Нельзя, вернее, вот я свое мнение скажу, нельзя заниматься самообманом в этом вопросе. Родители там собираются, потому что они увидели, что кого-то обменяли, и они тоже, может быть, сейчас под вот давлением этого фактора, любой ценой, больше стали думать, что хоть бы там моего брата, мужа или там отца освободили. Раньше так не было. Раньше государство демонстрировало такое монотонное давление на врага, и как результат должны были решиться эти вопросы. Но, к сожалению, сейчас давление сменилось на переговоры, и одним из самых важных факторов стали считать на этих переговорах, чтобы освободить ребят. Хорошо, освободили там меня и Умерова, Сенцова. Через неделю, в течение этих 2-3 месяцев набрали еще несколько десятков в эти тюрьмы. Как мы закончим этот процесс? Я прекрасно понимаю родителей этих ребят, которые сидят, да, или жен. У меня мать не дождалась, меня умерла, не дождавшись. Да? Но она ни один день не просила любой ценой сына освободить. И президенту Порошенко писала письма о том, чтобы он понимал, достойно оценивал борьбу ее сына и других ребят. Так сейчас то же самое. Сейчас все понять можно. Но когда, допустим, мы освободим Вели, Али, Ибраим, а вместо них возьмут Мустафа, Асан, Халил и снова туда упакуют, в чем разница будет? В чем? Поэтому тут вопрос стоит о том, что нужно монотонно усиливать давление на Путина по вопросу Крыма. Освобождение будет как процесс, который способствует разрешению вопроса деоккупации. Понимаете? Точно так, как по Донецку, Донбассу. Там стоят вопросы первостепенные, стоят вопросы о том, что делать с этим Донбассом, с этими временно оккупированными территориями. Россия уже не справляется. Это как груз, который тянет Россию на дно. Так вот, мы тоже должны усиливать так свои позиции, чтобы Крым был еще сильнее грузом, вот той вот камнем, который утащит Россию на дно, и она вынуждена будет все эти разрешать эти вопросы. Сегодня появилась появилась новость в одном из резонансных дел, деле о захвате наших военных кораблей, наших украинских моряков. Министр иностранных дел подписал меморандум с доказательной базой об агрессии, военной агрессии Российской Федерации против наших военных и передал этот меморандум в морской трибунал ООН. Давайте послушаем, что он об этом сказал сам министр и представитель МИДа, представитель Украины в ООН. Что об этом сказали? Ми не прагнемо помсти. Ми прагнемо справедливості. І я, як міністр, команда Міністерства закордонних справ, команда уряду, Офісу президента, наші юридичні радники, Офіс Генерального прокурора, всі, кожен орган задіяний в цей процес, ми прагнемо лише одного – справедливості. Росія має відповісти за порушення Конвенції ООН з морського права, за утримання протягом 9 місяців в російській тюрмі наших моряків і за утримання протягом 11 місяців наших кораблів. Сьогодні, як і передбачено процедурами трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд арбітражного трибуналу. Це документ, який називається «Меморіал України». Я хочу його продемонструвати, щоб ви всі розуміли, про що йдеться. Ось цей документ. Ось він в товщину, ось він в анфас. Факти, зображення, докази, юридична позиція – все тут системно, якісно викладено. Ми найняли дуже круту британську компанію, яка спеціалізується саме на оцінці шкоди, завданих саме кораблям. Наша мета, щоб в рішенні арбітражного суду було чітко зафіксовано, що російська сторона порушила вимоги міжнародного морського права,
що Росія в майбутньому має утримуватись від аналогічних порушень на адресу українських військових кораблів, що Росія має виплатити належну компенсацію морякам, МВС і державі Україна. Я напомню нашим телезрителям, что в ноябре 2018 года 3 наших корабля шли из Одесского порта в порт в Азовском море, проходили через Керченский пролив, который контролирует незаконно контролирует Российская Федерация. Наши моряки были подвергнуты вооруженному нападению пограничников российских и были задержаны. И сейчас Украина требует, чтобы в суде Россия была признана виновной в этом инциденте и выплатила компенсацию как и государству, так и морякам. И сейчас с нами на связи адвокат моряков, который их защищал в судах, Николай Полозов. Добрый вечер. Добрый вечер. Этот меморандум, который будет передан в морской трибунал ООНовский, это уже финальная стадия нашего участия в этом деле? Нам теперь остается только ждать решения суда? Нет, там достаточно длительные процедуры, и меморандум – это представление доказательств Украины своей позиции. После этого арбитраж предоставит российской стороне тоже какое-то время, как правило, это 3-4 месяца, для того, чтобы подготовить ответ. Потом будет стадия дополнений, и только после этого, если арбитраж посчитает, что собрано достаточно доказательств, перейдут непосредственно к рассмотрению дела по существу. Вы будете представлять, участник этого процесса тоже, вы участвуете в этом процессе? Ну, участвую опосредованно. В арбитраже Международного трибунала ООН по морскому праву работает команда МЗС Украины, работают западные специалисты. Но что касается, скажем так, обстоятельств, которые касаются российской юрисдикции, то да, я в этом принимаю участие. Как вы оцениваете доводы Украины в этом меморандуме? Насколько они весомые? Ну, на мой взгляд, Российская Федерация допустила грубейшее нарушение Международной конвенции ООН по морскому праву. И одно из видов этих нарушений – это нарушение иммунитета военных судов, членов их экипажа. То есть по международным нормам российские власти не имели права захватывать эти корабли и захватывать этих военных моряков. И уточните, когда в итоге можно ждать результат. Вот министр говорил, что это примерно министр иностранных дел 22-23 год. То есть это достаточно долгая процедура, да? Да, на каждую стадию дается по несколько месяцев, и за счет этого процесс становится достаточно длительный. Но несмотря на эту длительность, на мой взгляд, у Украины прекрасные шансы на то, чтобы, во-первых, выиграть в этом трибунале, во-вторых, получить компенсацию за нарушенные права и нанесенный ущерб. И еще один вопрос, который не касается этой темы. Сегодня стало известно о том, что российские оккупанты объявили в розыске Дема Бекирова, политузника, которого несправедливо обвиняли чуть ли не в организации теракта, там, хранении взрывчатых веществ. Я напомню нашим телезрителям, это крымско-татарский активист, это тяжело больной человек, у которого ампутирована нога, у него операции на сердце, он поехал в Крым проведать родственников, его задержали и обвинили вот в том, о чем я сказал. Потом был обмен, и вот в процессе этого обмена, это был единственный крымский татарин, который был освобожден из российских тюрем, его вернули, скажем так, в Украину, а теперь его в розыск подали. Объясните, пожалуйста, логику, если она есть в этом. Здесь логика заключается в том, что в процессе переговоров были разработаны разные схемы возвращения украинских граждан на родину, разные, скажем так, формы так называемой юридической очистки. И Эдем Бекиров, в отношении него не принимался никакой акт помилования или что-то, что снимает с него претензии со стороны российских силовиков. Ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на не связанную с содержанием под стражей, что позволило ему пересечь границу.
суд по его делу был временно приостановлен, а сейчас они возобновили. И я хочу отметить, что это также касается и моряков, потому что моряки освобождались ровно по такой же схеме, им изменили меру пресечения, а уголовное дело просто приостановили. И вот так же, как в случае с Эдемом Бекировым, абсолютно нет никаких гарантий, что в один прекрасный день российские следователи по указке политических властей, по указке Кремля, не объявят их в розыск также абсолютно и не возобновлят дело по новой. Спасибо вам большое. Николай Полозов, адвокат, о продвижении дела против России, связанных с преследованием наших военных моряков и о преследовании крымско-татарского активиста Эдема Бекирова. И подводя итог нашему эфиру сегодняшнему, осталось совсем уже не так много времени, давайте попробуем подытожить результаты встречи с президентом, которая была, в том числе, в которой вы участвовали 18 мая. Сложилось у вас впечатление, что в офисе президента есть понимание, должное понимание крымско-татарской проблемы, есть понимание, что нужно решать комплексные права. Не просто там говорить о каких-то назначениях и там, отмечать какие-то даты, но нужно восстанавливать права. К сожалению, так в течение года встреча не удалась, и она вот пришла, уперлась в дату 18 мая. И естественно, вот я увидел, что да, понимание, я думаю, что есть, нет решений, которые уже давно назрели. Создание рабочей группы, мы были в такой ситуации, оказались, что мы согласились, потому что было бы нелогично отказываться от участия в такой рабочей группе, хотя все наши законопроекты, которые мы говорим о необходимости выноса их в Верховную Раду Крыма, они давно уже, Украины, они давно уже прошли все соответствующие подготовительные институции государства. То есть и рабочая группа была, опрацовала все эти законопроекты. Но вы правильно сказали, мы там нормально, в общем-то, пообщались и решили, что рабочая группа будет со специалистов, представленных государством, не общественных организаций, как на пресс-конференции почему-то добавил это президент уже свое видение. А мы обсуждали о том, что это будут представители Меджлиса крымско-татарского народа, потому что мы имеем мандат от народа, и специалисты государства, которые будут представлены офисом президента, для того, чтобы быстро подготовить необходимые условия для того, чтобы представить на рассмотрение Верховной Рады. Я бы так сказал, акцентирование внимания на назначении после этой встречи, кадровых назначениях, я думаю, що це дуже перебільшено, тому що це було так в робочому порядку. Я вообще, честно говоря, хотел бы сказать, немножко меня это, воспринял я неоднозначно, потому что такое ощущение создалось, как будто премьер-министра Украины назначили крымского татарина, и президент объявил об этом как о новой политике в государстве Украины. Назначение на должности управления, замминистров, это должно быть естественным уже явлением для нашего государства. И делать из этого, скажем так, одолжение или такое значимое событие совсем ни к чему. Я думаю, может быть, это пресс-служба в очередной раз президента Зеленского переборщила. Но факт есть факт. Мы концентрировали цель встречи с президентом, подчеркиваю, была на том, чтобы чем быстрее мы разрешим политико-правовые вопросы, то есть вот те законопроекты, которые напрацованы и треба выносити до Верховної Ради. Это о статусе коренного народа, о статусе крымско-татарского народа и изменение Конституции, в Конституцию в частину 10. Так вот, это есть сегодня, это мы пытались донести, что это сегодня не только вопрос крымских татар и Крыма, это вопрос существования государства Украины, это вопрос усиления позиции Украины на международных площадках, это в конце концов вот то, когда говорят,
государство Украина состоялось как государство самостийное, незалежное и европейское. Благодарю вас за то, что пришли к нам на эфир. А закончу я такой вот новостью. Мой коллега Айдар Муждабаев оккупантами теперь признан террористом. Его обвиняют по 205 статье .2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Он так прокоментував это в Твіттері. «Приймаю вітання. Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист Російської Федерації. Дякую росіянам за таку нагороду. Ціную, пишаюся. Слава Україні. Смерть ворогам». Спасибо, что были с нами. Смотрите АТР. До свидания.